В Крыму понимали, что по-старому уже не будет. Крымско-татарское движение становилось значимым фактором региональной политики. Вы смотрите 5-ю лекцию проекта «ДЕРС. История национального движения крымских татар». Власть не пошла на уступки политических требований, но не могла исключить крымских татар из информационной картины полуострова. Траурный митинг 18 мая 1989 года показали по телевидению. Это была символическая уступка. Крымско-татарское национальное движение требовало восстановления Крымской автономной ССР как национально-территориального образования. В кабинетах Крымского обкома эту идею сначала категорически отвергали, но затем внезапно передумали. В тексте бюллетеня референдума не было ни слова о национально-территориальном характере Крымской АССР. Такой референдум крымские татары, конечно, бойкотировали. Жители полуострова голосовали за восстановление Крымской АССР, а по итогу получили АРК. Крымско-татарская идея была извращена, а последствия создания аморфной автономии в будущем изменят послевоенный мир. Единственным эффективным способом коммуникации крымских татар с властью были пикеты и митинги, после которых начинался реальный диалог. Созыв национального съезда Курултая стал важным этапом для крымско-татарской политической жизни. С октября 1990 по май 1991 года проводилась избирательная кампания делегатов на съезд крымско-татарского народа. Большинство крымских татар поддержало идею проведения съезда. География избирательной кампании была обширной. Крым, Херсонская область, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, РСФСР, Латвия и Литва. Крымская власть была не в восторге, но разрешения были получены. Второй по счету Курултай крымских татар начал свою работу 26 июня 1991 года в Симферополе. Его работа продолжалась 3 дня. Был избран представительный орган крымско-татарского народа – Меджлис, и утверждены базовые документы. Декларация о национальном суверенитете крымско-татарского народа, обращение ко всем жителям Крыма, обращение к крымско-татарскому народу, обращение в ООН. Политические институты крымских татар так и не были признаны официально, но стали важными субъектами крымских политических процессов. После распада СССР коммуницировать нужно было не с Москвой, а с Киевом. В Украине у крымских татар были политические партнеры, проверенные советскими лагерями и тюрьмами. Но очевидных сдвигов это не приносило. На полуострове развернулась политическая борьба между Россией и Украиной, и ни одна из сторон не учитывала интересов коренного народа. 17 марта 1992 года в Киеве собирается порядка 300 человек на акцию протеста. Участники акции требовали встречи с руководством страны и настаивали на политическом заявлении руководства Украины о восстановлении государственности крымских татар. Акция закончилась нападением «Беркута» на палаточный городок. Участников избивали дубинками и применяли против них слезоточивый газ. Ни одно из требований крымских татар не было удовлетворено украинской властью. Но появилась новая, неформальная практика отношений – содействие решению социальных проблем крымских татар и игнорирование политических требований. С этого момента крымско-татарский вопрос перестал быть только фактором. Крымские татары стали субъектами большой украино-крымской политики.